ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 17:00 универсальный спортивный комплекс. Вторая игра 4-го тура мини-футбольной суперлиги. На паркете Ухта и Норильский Никель. Для ухтинского клуба эта серия первая домашняя в сезоне. Игра 8 октября была закончена в ничью 2-2. В этом матче счет открыли соперники. Николай Коневец ударом с пенальти распечатывает ворота ухтинцев на 6-й минуте. На 21-й Максиму Смирнову удается сравнять счет 1-1. Но на перерыв Норильский Никель ушел с преимуществом. Начало второго тайма и вовсе стало трагедией для ухтинских игроков и болельщиков. 2 гола подряд на первой минуте, 4-1. На 12-й хозяева поля сокращают разрыв. Гол забивает Александр Кузьминых. Но ситуацию в корне это уже не меняет. На 22-й еще один гол в воротах Ухты. Итог 5-2 в пользу Норильского Никеля. Несмотря на результат, игру назвали непростой обе стороны. В первую очередь хотелось бы отметить команду соперника. Очень прибавило по сравнению с прошлым годом. Я считаю, что, возможно, даже нам повезло, что мы сыграли в начале чемпионата, когда еще команда была, может быть, не на таком ходу. То есть видна работа тренерского штаба. Я думаю, что команда Ухта будет прибавлять в сезоне все сильнее и сильнее. Тренер ухтинской команды Юрий Руднев отметил, что в целом доволен игрой подопечных. Его команда теперь на непростом пути становления. В этом сезоне коллектив сильно обновился. Только перед этими играми было заявлено 3 новых игрока. Я, в принципе, всем доволен, как ребята держали темп игры, как старались противостоять сопернику. Действительно, было очень такое жесткое, равноценное противостояние в первом тайме. Не могу не отметить действия арбитра. Я, конечно же, сейчас пойду просмотрю. Я знаю точно, 2 пенальти, которые были на Седове и Евгении, они были 100%. Игрок ухтинской команды Дмитрий Костюков поздравил своих соперников с заслуженной победой, отметив напористую игру Норильского Никеля. Я, в принципе, всем доволен, как ребята держали темп игры, как старались противостоять сопернику. Действительно, было очень такое жесткое, равноценное противостояние в первом тайме. Не могу не отметить действия арбитра. Я, конечно же, сейчас пойду просмотрю. Я знаю точно, 2 пенальти, которые были на Седове и Евгении, они были 100%. Напомним, ухтинская команда в этом сезоне не выиграла ни одной игры и теперь находится на последней, 11-й позиции Суперлиги.